приятелей отпустили, а его больше никто не видел. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как в Таджикистане вновь пропадают люди. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Прошло 12 дней со дня исчезновения Амридина Алаватшоева. Его близкие полагают, что он в Душанбе. МВД Таджикистана отрицает его задержание. Со дня исчезновения одного из неформальных лидеров бадахшанской молодежи в Москве, Амридина Алаватшоева, прошло 12 дней. Его близкие считают, что он доставлен в Душанбе сотрудниками МВД Таджикистана, однако в ведомстве отрицают эту информацию. Российские власти также до сих пор не прокомментировали информацию о его задержании. Супруга Амридина София Мунимшоева в беседе 21 января сказала, что последний раз ее муж выходил на связь 11 января, приблизительно в 6-7 часов по московскому времени, и с тех пор его номер стал недоступным. Люди, которые были с моим мужем, рассказали, что их задержали в Белгороде 11 января. Через 2 дня их отпустили, а его больше никто не видел, рассказывает Мунимшоева. У Алаватшоева 2 несовершеннолетних детей, и, по словам супруги, он был единственным кормильцем семьи. Мунимшоева говорит, что они уже написали заявление в правоохранительные органы России об его исчезновении, но информацию от официальных органов до сих пор не получили. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Один из лидеров и активистов молодежи ГБАО в Москве Арас Вазирбеков в интервью отметил, что по информации их источников Алаватшоева отправили в Душанбе еще 13 января. 12 января нам сказали, что он задержан, однако ни один из правоохранительных органов России это не подтвердил. Позже мы узнали, что его держат в отделении УБОП в городе Душанбе, говорит Вазирбеков. Близкие к Амридину Алаватшоеву люди 13 января заявили, что неизвестные люди преследовали лидера бадахшанской молодежи после того, как в ноябре 2021 года около 1000 выходцев из ГБАО вышли на протест к посольству Таджикистана в Москве. Ответственные лица в пресс-службе МВД Таджикистана в телефонной беседе сказали, что их ведомство не причастно к возвращению Амридина Алаватшоева в Душанбе. Однако в недалеком прошлом это ведомство также отрицало причастность к задержанию и выдворению таджикского правозащитника Изата Омона и бойца смешанных единоборств Чоршанбе Чоршанбиева, но через некоторое время публиковали информацию об их нахождении в Душанбе. Напомним, что министр энергетики Таджикистана Далер Джума 10 января на заседании при председателе ГБАО в Хароге обвинил Амридина Алаватшоева в подстрекательстве живущей за рубежом молодежи ГБАО против властей Таджикистана. В ноябре 2021 года некоторые российские СМИ писали, что Алаватшоев в Таджикистане объявлен в розыск за попытку изнасилования. Его родные опровергли эту информацию. 44-летний Амридин Алаватшоев, уроженец Рожскалинского района ГБАО, долгое время проживал в России, где, по словам источников, работал в частных охранных предприятиях. В октябре 2018 года, во время очередного обострения конфликта в ГБАО, власти упомянули Алаватшоева среди других неформальных лидеров региона. Позже стало известно, что Амридин наряду с другими лицами подписал некий предупредительный протокол о том, что в дальнейшем обязуется не нарушать закон и не препятствовать деятельности государственных органов в ГБАО. В 2019 году Алаватшоев вернулся в Россию, где создал волонтерское движение на принципе землячества. По словам его близких, их целью была пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, поддержание тесных контактов среди молодежи и взаимовыручка. Однако, по их словам, власти Таджикистана, возможно, увидели в этом организацию преступного сообщества, хотя никаких конкретных доказательств о совершении преступлений им не было предъявлено. А как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!